Здравствуйте. Итак, по-прежнему самой обсуждаемой темой в обществе является тема обсуждения договора Российской Федерации и Республики Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Это то название, которое вот сейчас оно представлено вам в обновленном виде. Раньше оно было другим. Итак, мы сегодня и поговорим об этом договоре, о том, какой договор был представлен с абхазской стороны, проект, точнее, этого договора. И я хочу сразу вам представить сегодня наших гостей. Это Ирина Агарба, председатель общественной организации «Женщины в политике», Андрей Михайлович Чергения, юрист, Астамур Таня, руководитель администрации президента, Ахраб Жаня, депутат парламента Республики Абхазия, и Валерий Агарба, депутат парламента нашей страны. Ну, вы знаете, мое место занял договор, даже засюда он докатился. В общем, сейчас одним из самых актуальных вопросов, конечно, в обсуждении этого договора является вопрос о том, насколько он соответствует вообще сохранению или даже расширению, как вот здесь в этом договоре написано, нашего суверенитета. Основная тема вообще-то разговора вот этого, это то, как этот договор повлияет на наш суверенитет. Я хочу еще вас предупредить, что мы работаем в прямом эфире час. Ну, мы можем и больше, все в наших руках, если это понадобится. Но вот такой пока у нас как бы хронометраж. Итак, я дал некоторую вам передышку, чтобы вы сконцентрировались и все-таки ответили вот этот на один из самых главных вопросов. Насколько этот договор соответствует сохранению нашего суверенитета? Какие риски тут присутствуют? С кого начнем? Не, ну почему? Вы давайте договор, вы представили договор. Ну, я еще телезрителям, пока вы между собой решите этот маленький вопросик, я еще телезрителям напомню, что вот только что был брифинг, посвященный обсуждению в парламенте договора, вот проекта этого договора. Так что мы вот сейчас идем, так сказать, по свежим следам и хотим обсудить это действительно вот все в компании, которые в этом деле были задействованы. Хорошо, дорогу молодым тогда начну я, насколько он направляет, сохраняет наш суверенитет. Ну, добрый вечер, уважаемые участники, уважаемые ведущие, телезрители. Ставить вопрос о сохранении суверенитета, конечно, может быть, сегодня это актуально, потому что мы в обществе слышим разные мнения и разные такие, даже можем сказать, там, дезинформации, да, по этому вопросу. Искаженную информацию о том, что чуть ли мы не вступаем в состав Российской Федерации на правах там, субъекта или в качестве участника какого-то субъекта общего государства. И, конечно, это все домыслы, это никак не соответствует действительности. Вопрос сохранения суверенитета еще прописан в базовом договоре 2008 года, где стороны уважают и содействуют развитию и укреплению суверенитета договорившихся сторон, то есть суверенитета Республики Абхазия и суверенитета Российской Федерации. Совсем недавно мы принимали конституционные изменения, и одно из положений Конституции, которое вступило в силу уже сегодня, было сохранение тех положений первой главы Конституции, регламентирующих как раз-то именно наш суверенитет, территориальную целостность и государственную форму собственности на землю. При этом мы прописали такую норму, что это ни при каких условиях и ни при каких возможностях не меняется. И даже парламент и депутаты парламента не могут вносить изменения, направленные на изменение нашего суверенитета. А как мы знаем, что любые договора по нашему законодательству имеют в иерархии ниже свою, там, скажем, иерархичную последовательность, чем Конституция. То есть все договора, в том числе международные, должны соответствовать Конституции. Это основной закон, самый главный. И поэтому какой бы договор бы не был бы, даже гипотетически предположим, что был направлен он на ущемление нашего суверенитета, он бы не соответствовал нашей Конституции и не мог бы быть принятым, не подписанным президентом как гарантом Конституции и, соответственно, не мог быть ратифицирован парламентом.
Поэтому все разговоры и о том, что в каких-то частях, даже, допустим, он может ущемить суверенитет, мы, соответственно, как депутат парламента, принимавшие участие в работе над этим договором, можем официально и, так скажем, компетентно заявить, что этого, конечно, не существует. Ну, можно сказать, что вообще любой договор – это выгода. Это не важно, между людьми он заключается, между компаниями или государствами. Это какое-то действие, которое позволяет нам функционировать, жить, работать более эффективно, извлекать больше выгоды из взаимодействия с вашими партнерами. Конечно, когда вы заключаете договор, вы делегируете части своих полномочий вашим партнерам или нескольким партнерам, допустим, если какой-то множественный договор. Но вот за счет этого делегирования вы приобретаете какие-то преимущества, привилегии, которые делают и вашу жизнь, а возможно и ваш самостоятельность или суверенитет сильнее. Да, если вы глупый, я не знаю, коррумпированный, продажный, некомпетентный, безразличный человек, наверное, вы можете заключить договор, который ущемит ваши интересы и ваш суверенитет, если это речь идет о государстве. Но если вы заботитесь о своем государстве, ставите интересы государства впереди всего, вы заключите такой договор, который будет и выгоден, и, безусловно, сохранит ваш суверенитет и независимость. Вот в этом плане, конечно, Валерия, поддерживаю, по крайней мере, насколько это было в нашей компетенции, в нашем понимании и политического процесса, и самого понятия договора мы постарались сделать так, чтобы он и развивал наше государство, развивал в новом направлении и, безусловно, сохранял наш суверенитет. Андрей Михайлович, как вы считаете, вообще вот в этом договоре устранены те риски, которые вот обсуждаются в обществе, в частности, касаемые и передачи полномочий каких-то, и вообще то главное, о чем мы говорим, это нашего суверенитета? Честно говоря, не собирался вот так углубляться в такое обсуждение, но коль скоро было сказано, что любой договор это всегда выгодно, вот, я могу привести договор 17 декабря 1921 года между Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Вот. Мы, я не знаю, как это уже, как говорю, устоялось, мы все считаем, что это договор равноправных субъектов. Равноправных субъектов. Вот. А фактически этот договор был о превращении Абхазии в автономию Грузии. Вот. И кто читал, я не знаю, может, Ирина, может, вы читали, вот. Там, значит, вот, создается центр, который занимается всеми проблемами федеральной власти. Военные дела, военные дела, транспорт, почта, телеграф по тем временам, вот все это передается в ведение Грузии. Внешняя политика. Да, внешняя политика, все это передается в ведение Грузии. Хотя мы все время говорим, и по сегодняшний день говорим, что вот мы на договорных началах, Союзная Республика, Абхазия, фактически она стала автономией. Вот. И еще вот приведу пример, тогда очень большую силу имела коммунистическая партия. Это РКПБ, так РКПБ называлась, да. Вот. Абхазский обком партии подчинялся ЦК Грузии. Значит, партийная организация суверенной Абхазии подчинялась ЦК Грузии. И известен в истории случай, когда в 1929 году ЦК Грузии своим решением снимает с работы Нестора Лакопа, руководителя Абхазии, руководителя суверенного государства. Не собирался об этом говорить. К чему я говорю? Не всегда любой договор этот взаимовыгодный, и поэтому говорить, что если мы договорились, если мы... разные силы существуют, разные влияния, поэтому утверждать, что любой договор это всегда хорошо, я бы не стал. Это первое. Ну, я настаиваю на этом, я скажу почему. Во-первых, вы говорите о совершенно других политических реалиях. Там, во-вторых, я не уверен, что тот договор принимали те люди, о которых я говорил.
компетентные и ответственные. Вполне возможно, что его принимали некомпетентные, безответственные, конъюнктурные коммунисты. Вот вам результат такого конъюнктурным договора. Я коммунистам могу привести еще массу договоров с гораздо я бы более плохими коммунистом последствиями. конъюнктурным не Ну называл. тогда не надо говорить, что договор это всегда. Слово Дело в всегда. том, Любой нормальный договор, это всегда выгодно. Договор всегда не договор Потом я продолжу. Независимо. Пожалуйста, Андрей Михайлович, Значит, да, пожалуйста, я завершите мысль. попытался опровергнуть основной тезис, что раз договор, значит всегда полезен. При тех или иных хорошие, плохие, конъюнктурные, неконъюнктурные, разные люди будут, но не всегда договор это хорошо. Это первое. Второе. Значит, вот я вот принес, ну вы все читали, и я сегодня тоже специально еще просматривал, принес вот договор 2008 года, вот эти проекты, я уже не знаю, с кем спорить, потому что столько проектов появилось, вот, какой проект не оспаривает. Но на сегодняшний день я считаю правомерным говорить все-таки о о российском проекте. Потому что мы можем говорить, там, что мы там согласны, не согласны и так далее. Мы говорим о том, что появился российский проект, вот, который явно ущемляет интересы Абхазии. Вот сейчас, я еще раз повторю, ситуация, да, она напоминает ситуацию 21 года, когда был сделан первый шаг поглощения Абхазии Грузии. Вот. Что-то похожее сегодня происходит вот с этим новым проектом. Вот вы, вот Астамур тоже вот как-то говорил, что вот базовым является договор 2008 года, что это идеология его, по-моему, сохраняется, что такое мы говорили. Про идеологию я не говорю. А? Я про идеологию не говорю. Вот когда мы сидели на этом круглом Андрей столе... Михайлович, просто вы хотите сказать вот по аналогии, что вот этот договор, который предстоит нам сейчас и обсудить, и впоследствии подписать, что он как бы похож на договор 21 похож, года. там совершенно другие слова сейчас, если мы будем словесной эквилибристикой заниматься. Но по сути своей, по ситуации, которую он создает, это похоже на ситуацию 21 года. Разница заключается лишь в том, что договор 21 года был подписан, ну, при каких обстоятельствах мы не будем говорить, а в данной ситуации мы имеем два проекта. Российская Федерация прислала свой проект, и, поговорим. и представители руководства Абхазии, мне исполнительной и законодательной знаете, власти выработали свой проект. В настоящее время существует два проекта. Вот сейчас предстоят переговоры российской и абхазской стороны, на которых мы будем искать поиск взаимоприемлемых решений. Так что сравнивать, мне кажется, это не совсем корректное сравнение договора 21 года и той ситуации, которую мы имеем сейчас. Нам никто этот проект не навязывает. Естественно, любая сторона в переговорах, она стремится максимально зафиксировать свои интересы. И то же самое будет делать и абхазская сторона. Более того, я хочу добавить, можно? Мы не можем обсуждать российский проект. Так нельзя. Михайлович, извини, пожалуйста. Напористый, горячий Я не понимаю, честно, каким Горячий образом можем контакт. обсуждать российский проект. Мы можем ставить только наш проект. То, за что мы отвечаем, и то, что мы в него вкладываем, и наши интересы. Нет, Если мы будем оставить российский проект, то все претензии по этому проекту надо адресовать российской Нет, стороне. мы претензий не имеем никому, потому что ни российский, ни вас не подписан. И сейчас не надо, знаете, Но вы заниматься... сравнили... Да, я Мы не ситуацию... можем обсуждать я российский подписанный проект, можем документ. сравнивать. Я ситуацию сравнил, что вот такая ситуация, вот. И если он будет подписан, вот, это может привести вот таким последствиям. То есть вы имеете в виду, если он будет подписан вот в том варианте, в котором прислала российская И сторона? российская, и потом по абхазскому тоже мы поговорим. Валерий, можно мне тоже? То есть вы как бы считаете, что тот вариант, с которым вы ознакомились, и вот вариант российской стороны, он вообще неприемлем? Его Да. нельзя подписывать? Нельзя подписывать. Понятно. Больше того, я Такая же хочу позиция сказать, руководства Абхазии. вот, еще я хочу сказать, да, что вообще, да, вот, если мы считаем, что вот этот договор является продолжением базового договора, если мы считаем, что ты говорил это, что он сохраняет идеологию, запись есть, посмотри. Вот идеологию вот эту сохраняет, вот, тогда
возникает вопрос, для чего нам нужен второй договор? Он не продолжает, не является продолжением. В том-то и дело. Например, между Россией и Казахстаном есть договор о дружбе и сотрудничестве. И между Францией и Англией тоже, Есть кстати. договор о союзничестве в 21 веке, если я не ошибаюсь. Не, ну это уже там другая совсем ситуация. А базовый договор остается. Базовый договор Да. остается. Вот теперь Никто его не отменять не собирается. Более того, в проекте абхазской стороны написано, что этот договор основывается на договоре 2008 вот, года. да, это написано. Да. А вот ты мне скажи, есть ли какие-то положения в договоре 2008 года, которые препятствуют, да, заключению договоров, которые вот дальше должны быть подписаны? Вы рассматриваете этот договор в череде других договоров, нет, потом мы которые подойдем, да. и Вот, собираемся нет, подписывать. который вот Дальше, препятствует. дальнейшем. Это Если не мы последний договор? Нет. Между- Какой? Нет, вот который договор мы сейчас рассматриваем, я полагаю, это не будет не последний договор между Россией и Абхазией. Наши отношения будут и дальше Нет, развиваться. этот А в основе договор будет лежать договор 2008 в основе, да. Ну вот, если лежит в основе, Да. договор 2008 года, речь идет о по конкретным направлениям жизни и деятельности государства, управления государством. Вот если, вот, допустим, не заключая вот нового договора, да, можно ли будет подписывать вот эти договора отдельно? Препятствует договор 2008 года? Договор и этому договору не препятствует. Нет, я говорю, если этот не препятствует, тогда давайте будем отдельные заключать договора. Зачем новый договор? Вот, Я вам- Андрей Михайлович, я вам тогда- возьму. я извиняюсь, давайте мы так скажем, если вот уточнять вот эту тему вообще. Мы же а в хотим, чем, Валерий, как просто, Валерий, мне сказать, хотелось бы Мы дополнить. хотим немножко по прокомментировать, этому вопросу. знаешь, мы немножко больше в теме, извини, ты Валерий, профи, если но мы позволите, тоже я что-то- просто Я добавлю хочу- так от я себя. хочу Я могу, некую ясность конечно, тоже тут внести, просто вам чтобы- микрофон переставлять, но телезрителям просто тоже хочется было принять понятно. участие в интеллектуальной беседе. Очень существенное отличие того примера, который приводит Андрей Михайлович от сегодняшнего проекта, то, что договор 2021 года был заключен в рамках существующего, мы знаем, другого государства, определенного политического режима, и как принимались решения, и под каким давлением, это вполне допустимо было, если такое имело быть место. Этот договор, что определенно надо подчеркнуть, и как бы я начал даже свое выступление с того, что вот эти домыслы и разговоры о якобы каких-то слияниях и поглощениях, они не соответствуют действительности. Этот проект, как и 2008 года, заключается договора, предполагаемо, между равноправными, суверенными, независимыми государствами, субъектами международного права. Как Российской Федерации, так и Республики Абхазия. То есть И он, в вариант, принципе, предложенный России, вот, нет, мы проект говорим, нового договора. о проекте, который был разработан, во-первых, нами, а во-вторых, о том, в каком бы варианте, российской или нашей, неважно какой. И здесь не может быть речи о каком-то либо поглощении, потому что если бы это был бы договор, предположим, о какой-то, не знаю, вхождении или какой-то конгломерации или ассоциации, и там на разных условиях и принципах, тогда можно было предположить, что некая есть угроза поглощения одним государством, другим. Как вот было, как приводит Андрей Михайлович, что мы фактически стали автономией по решению ЦК Компартии Грузии и стали автономией грузинской ССР. Это самого текста договора, с базовых условий 2008 года вытекает совершенно иное. И как бы хотите на правом языке, хотите на дипломатическом языке, это абсолютно некорректная формулировка. Ты уходишь от основного посыла. это просто Нет, именно общее. туда. Нет, я оспаривал основной посыл, что любой договор полезный. Я говорю, не любой договор Все полезный, в зависимости от той или иной ситуации. Вы Вот все я о правильно чем. говорите. Вот Но я о в чем самом говорю. слове договора заключен весь Нет. смысл, что Вот, стороны договариваются. Понятно, что 100% и удовлетворять ни одну, ни другую не сторону надо, это невозможно. знаешь, Но путем договоров, переговоров, Славик, с координат своих каких-то позиций приходят к какому-то единому знаменателю. Правило одно. И совершенству, конечно, нет предела, и можно стремиться к самым лучшим при условиям. нарушении которого, да, всегда приходишь к логической ошибке. Он называется подменой термина. Вот все, что вы говорите, это называется подменой термина. Ну, мы так не считаем. Андрей Михайлович. Я только одно говорю, что любой договор не может быть полезным. Но мы же начали вопрос суверенитета, ущемляет или не ущемляет. Давайте мы эту тему Если завершим. мы Вообще, в обсуждаем принципе, философскую если вот, проблему, давайте да, если вот Нет, так давайте вот- по существу. Только что говорю, что этот вариант Ни в названии, ни оттуда это не должен он не следует. устраивает и власть тоже, да? Руководство страны не Давайте мы устраивает. перейдем более конкретно. Я Да. подтверждаю тезис Андрея Михайловича, когда он сравнивал договор, который вступил в действие 2021 года, он сравнивает с проектом, который не подписан.
Вот абхазское руководство заявило, что в таком виде этот договор подписан быть не может. Астик. Села и разработала свой проект. Астик, вы все время по кругу идете. Да. Я Ну, сказал, потому что не вы всё любой время- договор полезен. Ну, Все, это на этом круг- и закончим. этот круг Зачем задали заниматься вы, фехтованием Михаил. словесным? Вы все время Давайте по теме. возвращаетесь о пользе или Нет, вреде я сказал, что договора. может быть договор, который не приносит пользу. Вот. Если одно он из того. составлен некомпетентными людьми, тогда Есть да, Нет, пожалуйста. договор. Нет, Надеюсь, вот мы я об этом не говорю. являемся. Ну давайте мы чуть дальше О продвинемся. вреде, о все-таки. пользе мы поговорили. Да, Ирина, вы хотели что-то сказать, добавить? Нет, но вы говорите, что вот этот вариант нового договора, что он неприемлем Да. для Российский. руководства страны. Да. Вы говорите. Да. Да. Что вы тогда 27 августа в Москве глава республики сделал заявление, что в конце года будет подписан договор. Хочу у вас спросить, как у соратников президента, да, как у соратников его, которые 10 лет шли к власти, какой договор он обещал подписать в Кремле 27 августа? Какой договор? Договор, который мы обсуждаем, российский вариант? Или какой договор? Может, есть договор, о котором мы не знаем? Какой это был договор? Он знал Можно вообще я? текст Можно я договора? отвечу? Секунду, Он был знаком? Нет, ну дайте Вопрос сказать. поставлен. Он знал или не знал? Вот спрашиваю. у вас. Президент Да. ознакомился с проектом с российским проектом договора, если я не ошибаюсь, 12 октября. Да. Да. А когда кандидаты в президенты, все, кстати, выступали во время предвыборной кампании, они говорили об общей концепции новых взаимоотношений, новых союзнических взаимоотношений с Россией. И очерчивали контуры этих возможных отношений. Это военно-политический союз, сотрудничество в социально-экономической сфере. И когда избранный президент Рауль Хаджимба был в Москве, он имел ровно это. В развитии этой идеи появилось предложение российской стороны. Мы также в развитии этой идеи представили свое видение новых взаимоотношений с Россией. Кстати, в нашем проекте это называется не договор о союзничестве и интеграции, а договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Ну, Вот во время такое. избирательной кампании я очень хорошо помню, что проект договора уже имел хождение. И я, насколько знаю, некоторые кураторы, которые в Абхазии вообще разгулялись, они всем нашим кандидатам показали этот проект договора. Кто как реагировал, об этом можно было узнать из их выступлений. Сегодня можно проанализировать выступления кандидатов. И один из кандидатов постоянно говорил о новом качественном уровне во взаимоотношениях между Абхазией и Россией. И у меня создалось впечатление, что договор, который потом пришел в Абхазию, и который он объявил, что подпишет к концу года, это тот вариант, который мы недавно получили из России. Я думаю, Если что у вас... он, зная, подписал, извините, если он, зная, что это именно с таким содержанием договор, это нам будет предложен, он знал об этом, я так думаю, но предполагаю, я предполагаю, что он знал. Это очень плохо. Если он, не зная, но в целом понимает, что что-то мы будем подписывать, он это сказал, это тоже плохо. Ира, можно я вам Понимаете, в отвечу? результате мы оказываемся в Вы тупике, знаете- наш народ оказывается подставленным, мы ничего оспорить, мы ничего изменить не можем, кроме нескольких слов. Ну давайте начнем, будем смотреть по Давайте статье, на что вы поменяли. Смотрите. Будем смотреть. Вот, давайте тогда будем Я разбираться. извиняюсь. Во-первых, я хотел бы сказать, Это Ира, принципиальный при всем вывод. уважении к вам, Ян Михайлович, мы не можем обсуждать сплетни, предположения и домыслы. Не можем и не будем этого делать. Мы есть Зачем обсуждать домыслы, анализируем? то, о интервью, чем вы сейчас выступления сказали, людей. это сплетни, имевшие хождение. Мы есть обсуждать их не будем. Это Ну, текст никому, договора это мы никому все не видели интересно, тогда. кроме тех людей, кто эти сплетни распространяет. Мы сегодня с вами, если вы хотите, конечно, Скажите, в будем мае обсуждать месяце в Абхазии предметно. не было текста договора, вы хотите сказать? В мае, еще в мае месяце. Моя дорогая, Не я было. могу сесть за компьютер, Да? написать вам 10 текстов, Ах, распространить их прекрасно, хождение. Этот договор здесь ходил в Абхазии. Какое Еще имеет 15 Я отношение сплетни, к я сплетни не обсуждаю. Давайте мы все-таки, учитывая то, что мы... Михайлович вместе делали заявление. Если вы думаете, что это кому-то интересно, я думаю, что вы сильно ошибаетесь. давали Так. интервью. Я письмо перед Да. Давайте мы перейдем Никаких непосредственно к заявлений не
содержанию самого этого документа, а вот эту вот предысторию мы как-то упустим. Ахра, то, что ты говоришь, там, что это договор является не договор, а вот эта вот тема. Можно я скажу? Я же вредная, я вам скажу. Да, Дело в том, что вы как раз-таки, когда говорите, давайте, я тоже хочу, кстати, по статье начать здесь разбираться, хотя я не юрист и уже вынуждена во многих вещах. Ну да, мы просто некоторые сейчас мы не по статейно разберемся. К сожалению, в данной ситуации история появления самой идеи, протаскивания ее, лоббирования ее, создания этой тупиковой ситуации важнее, чем текст, который появился. Он результат определенных кулуарных обещаний, чтобы вы знали. Если обещание я даешь, этого не надо знаю, это честно выполнять. говоря. Может быть, вы об этом знаете, поэтому что-то можете сказать? Или вы? Я не могу прокомментировать. Я не могу тоже про кулуарные. Никто из вас не может обосновать необходимость, в чем была подписание всеобъемлющего Мы еще ничего не говорили, а может сможем. У нас как раз вот этот Я не могу понять, что вы говорите, поэтому это ничего не могу перекрывает базовый обосновать. договор 2008 года. Зачем мы себя обманываем? Слушайте, вы сейчас в кулуарах поговорите, вы мне совсем другое скажете. Вы скажете, что это нельзя подписывать. Ирина, а здесь мы говорим, давайте мы все-таки как-то сохраним сохраним эту тему. Я сейчас никак не смогу с вами обсуждать тему кулуарных разговоров. Я бы хотел, чтобы мы поговорили о том содержании, которое есть вот в этом договоре. Поэтому совершенно правильный вопрос, Ирина, вы сказали. Да, о том, что собой, например, вот первое, да, что изменилось, каковы отличия, Пусть к они примеру. скажут, что они изменили. Я извиняюсь, вот вопрос хочу задать. У меня был такой вопрос. Значит, вот уже было сказано, в договоре вот 2008 года сказано, что будут о переходе на качественно новые отношения. Правильно? Ну, тогда это было понятно. Непризнанное государство стало признанным, и вот как два субъекта международного права заключили между собой договор, там правильный, с достатками, с достоинством, заключили. Теперь в новом проекте, кстати, и в вашем это остается, опять речь идет о переходе на качественно новые отношения. Так, Если вопрос. здесь был понятен вопрос, понятно, что происходит, а здесь какие качественно новые отношения? Анна Михайловна, Может, я попытаюсь Пожалуйста. объяснить? это вообще вполне распространенная формула. Почитайте аналогичный договор, повышение качества сотрудничества. Согласен. И речь здесь идет о союзничестве двух государств. Мы добавили еще стратегическое партнерство. Нет. Вот вам и качество. Вот можно я, как Да, я да. понимаю, попытаюсь объяснить эту ситуацию? Вообще, то, о чем вы говорите, Анна Михайлович, и то, о чем вы спрашиваете, на мой взгляд, это стандартная международная ситуация, стандартная... Стандарты, но повторять из Можно договора я в закончу? договор нельзя, пожалуйста. Спасибо. Стандартная ситуация взаимоотношений стран. Я просто хочу вам какой-нибудь европейский пример привести. Вот, например, страны Центральной Европы там, или Западной Европы. У всех у них есть базовые договоры о дружбе там, и братстве, не знаю, как хотите называете. Но каждая из этих стран с течением времени, с уровнем развития внутренних вот, взаимосвязи, торговли, перемещения грузов, капиталов, интеллектуальной силы и прочее, стараются углубить свои отношения, сделать их более эффективными, поднять как бы на новый уровень. И поэтому они заключают массу новых договоров. И для этого В частности, нужно создавать уполномоченные органы, нет, Ира, вы знаете, что я вас не перебивал, я вас попросил, вы тоже себя не опять при всем моем к вам уважении. Ничего тут страшного нету, даже если Нет, дама перебьет. знаешь, вопрос, который мне задала Ира, совершенно иначе не вяжется с тем, что я говорю, поэтому я бы просил в этом контексте меня не перебивать. Я хочу вам привести для примера, например, Шенгенскую зону. Вот Франция и Германия, они имели договор о дружбе и так далее. Но потом они заключили договор о беспрепятственном переходе граждан, потом грузов, потом услуг. И постепенно к этому договору стали подключаться другие страны. И каждая из этих стран, несмотря на то, что у них были вот такие базовые договоры, стали заключать серию договоров, которая улучшала и качество, и как бы вот уровень их взаимодействия. Именно этот процесс происходит и теперь. Если вы хотите другой аналог, я тоже могу привести. Например, процессы, которые происходят от нас на востоке, в частности, в Евразии, отчасти на западе, там, в Беларуси, скажем, да. То же самое, все эти страны, мало того, что они когда были частью единого государственного пространства, они после этого имели договоры о дружбе. Но каждая из этих стран, ввиду новых обстоятельств, каких-то геополитических, культурных, торговых, экономических, военных, они заключают договоры,
который приподнимает статус взаимоотношений на новый уровень. Это непонятно? Ну, Лена, можно? знаете, это меня вообще поражает. Вы понимаете, это Меня тоже. философствование филолога. Я очень извиняюсь, но философствование филолога. Вы сравниваете Абхазию с Россией, да? Вот контекст их сотрудничества с Францией, Германией, с Францией, Англией и так далее. Вы что? Сравниваете? Вы знакомы с понятием подготовленных субъектов для интеграционных процессов? Вы рассмотрели один из примеров интеграции, да, интеграционных процессов. Вы сами испугавшись, кстати говоря, в проекте новом, который предлагаете, слово интеграция полностью исключили. Но то, что вложено в этом варианте, который вы хвалите, что говорите, что вы переработали, кроме слова интеграция, там еще кое-какие положения, практически вы ничего, вы концепцию не смогли поменять и не сможете, и прекрасно вы об этом знаете. Я выписывала, вот смотрите, пожалуйста, вот, слово интеграция исключили, я читала аккуратно. Закавказский регион заменили Кавказским регионом. Согласованная внешняя политика, на скоординированную внешнюю политику. Очень большая разница. Совместное командование вместо объединенное командование. Совместный координационный центр заменили на информационно-координационное. Гармонизация на сближение. Вы считаете, что в этом я есть могу вам помочь, там еще есть масса слов, которые мы заменили, но главное, Ирина. что мы заменили понятие. Лен, можно? Давайте мы вот ответим на этот вопрос. Позвольте пару слов. Что ж там отвечать, слушайте, Если игра позволите. слов. Если в вы мне основном дадите концепции сказать, не что я меняется, хотел дух бы... договора остается. Российский вариант договора, который мы получили, он изменился, может быть, на 1%. И то нет уверенности в том, что даже в таком виде, в таком варианте, как вы предлагаете, что российская сторона вообще согласится это Давайте, принять. если позволите, Зачем вы давайте себя мы приведем обманываете? несколько примеров. Никаких Я долларов хотел бы совместно, сказать... здесь лежит договор, я хотел который бы- вы переработали. Хорошо, не я переработали. хотел бы сказать, если возможно, что Пожалуйста. по предложению Андрея Михайловича, конечно, хотя Андрей Михайлович хотел нас обвинить в том, что мы занимаемся подменой понятий, но вопрос о качественном содержании об этой формулировке, я надеюсь, не является самым важным здесь для обсуждения. И думаю, что он никак не ущемляет наш суверенитет. Поэтому, если возможно, давайте лучше перейдем к тем вопросам обсуждения, которые волнуют наше общество. Это такие вопросы, там, как миссионное обеспечение, свобода перемещения, армия, как правоохранительная деятельность, совместная политика, также координационная. Если мы к этому перешли бы, к этому вопросу, то мы могли бы уже предметно говорить и поставить известность нашего общества о том, какие есть преимущества, какие, да, или какие там угрозы есть. Вот это мы в режиме Что могли бы... было дальше изменено в обсудить. сравнении с договором и с версиями? Как... Вот, значит, все-таки, когда качественное изменение, да, оно может, вот, как говорится, и в одну, и в другую сторону. Оно может двоякое звучание иметь. И так, и сяк. Поэтому все зависит от того, какие будут затем Поэтому, чтобы мы не говорили о форме, давайте лучше по содержанию какие пройдемся. будут К ухудшению это качество ведет или к улучшению? Какие будут следовать? Первое, вот я считаю, что первое, что надо было делать, я уже об этом говорил, еще раз повторяю, что надо принимать было, да, вот решение в пакете. Потому что есть в пакете. По направлениям, да? По направлениям, да, вот нам говорят, что надо вот срочно и так далее, время отлагательства не терпит. Вы же видите, там какие сроки установлены, где месяц, где 2, а конечные 3 По года. всем направлениям ведомственное соглашение, развитие. Развитие и так далее. То есть срочности как таковой нет. Нам же говорят, что вот надо вот срочно, потому что вот ситуация изменилась, на Украине воюют, еще где-то там кто-то к границе приблизился. Можем ответить. То есть, Андрей Михайлович, вы считаете, что пока не будет отраслевые соглашения в проекте приняты, нельзя принимать это? Да, вот тогда по такой логике, по вашей логике, надо понимать, что договор базовый о взаимопомощи 2008 года не надо было принимать, пока не были разработаны 80 проектов соглашений, которые были приняты позже? Нет, послушай сюда. Здесь здесь в развитии этого, значит, идет вот речь уже конкретно, не предусмотрено. Да, какие-то институты появляются, которые не были в договоре 2008 года. Первое, вот это то, что мы неоднократно говорим, уполномоченные стороны. Так. Я считаю, что прежде чем говорить там, вы формулировку немножко изменили, там было написано, вы формируют, что ли, сделали? Так. Да. Определяют здесь. Да, определяют, да, там, Это речь идет назначают... о министерствах и ведомствах Республики Нет, Абхазия. речь идет о министерствах и ведомствах, да. Они и на сегодняшний день так действуют. Так. И на сегодняшний день так действуют. Если Министерство ведомства Абхазии какие-то вопросы решают, да, с Россией, они едут туда, министр или кому поручено, решает и так далее. Это почему-то вносится
вот сюда. Что смущает? В термин уполномоченный орган? Да, в термин, Почему? а потому надо будет сказать, что это такое, там, какие полномочия, как принимают они решения. Андрей Михайлович, если честно, с ваших уст, а я вас знаю как специалиста в области конституционного права высокого уровня, что такое уполномоченный орган, Нет, это то, что элементарно. Это в каждом законе, этому вопросу. Уполномоченный орган, что такое? Давайте я скажу. Нет, Славик, подожди. Какой термин? Такой Термин употребляется и в законодательных актах, и в международных двусторонних договорах. И даже Это, грубо говоря, просто сказать, это министерство, ведомство, Российской Федерации, может быть, это агентство, департамент. Ну, представители там соответствующие, я не об этом говорю. Раз нас снесли это понятие международный договор, Да. вот, да, должно быть указано, что это такое. Хотя бы положение какое-то, что они будут делать. Хочешь сказать, это министерство, ведомство или агентство? Нет, да? не министерство ведомства. Голосование, Какие да. вопросы они будут решать и как принимать решения. Это будет в тех развивающих Нет, договорах, отраслевых соглашениях, а там будет порядок, Не, а зачем записали функционирование, тогда? тогда Зачем? будет. А что, если это здесь не записать? А так же, как и базовых, где идет Нет. отсылочное За каждое направление. направление отвечает уполномоченный орган. Я понимаю, нет, давай не будем. Да, это но я понимаю, я же не вы оспариваю. предлагаете же перечислить. Уполномоченными органами являются Нет. Министерство обороны Республики Абхазия, Министерство обороны Российской Нет, я Федерации. предлагаю. Я Министерство предлагаю, иностранных что дел. полномоченные органы решают такие-то, такие-то, такие-то вопросы по соответствующим направлениям их деятельности. И как они, потому что в итоге что получается? Что вот мы вот сейчас в таком положении находимся, мы в качестве просителей. Правильно? Мы едем в Москву, просим то, другое, третье. Пока нам в Москве Мы нет. есть... Да? Мы нет. Нет. Вот. Ну тогда перепишите. Пока в Москве, Мы нет. пока в Москве нам Мы, да, мы не знаем, мы согласие, мы ничего решить не можем. Потому что совместное решение, правильно? Совместное Я, решение. честно говоря, не понимаю. Это не вытекает из договора. Давайте посмотрим. Давайте читайте. посмотрим. Вы российский читаете? или Нет, нет? я читаю ваш тоже. Давайте наш читайте. Вы знаете, вот то, что вы говорили про уполномоченные органы, тут вот замминистра, я прочитаю цитату, пока Андрей Михайлович ищет. Тут есть достаточно ясная Формулировка. Да, формулировка. Вот, что уполномоченными органами сторон по реализации настоящего соглашения являются с абхазской стороны, скажем, Министерство экономики Республики Абхазия, с российской стороны Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство энергетики Российской Федерации в части соглашения объемов и осуществления поставок нефтепродуктов. Вот все так. Вот здесь как-то написано. Вот просто. ты говоришь, не написано, написано. Вот. Совместными решениями уполномоченных. Так, а совместное решение что вас смущает? А? Выше читайте. А что выше я читал? Отдельные протоколы. Ну, пожалуйста, вот читай выше, ниже, где хочешь. Вот, кстати говоря, здесь же тоже тут же написано еще и вот этом термине совместное решение. А что выше написано? Что не написано? Конкретный этап реализации настоящего договора, порядок, источники финансирования, финансовое обеспечение, мероприятия, сроки их выполнения устанавливаются отдельными соглашениями, которые договаривающие стороны заключают по указанным в настоящем договоре направлениям развития союзничества и стратегического партнерства, отдельными протоколами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, совместными решениями уполномоченных органов. Вот совместное Потому что решение. другие решения... Так, а в чем могут быть- вопрос, Андрей Михайлович? Мы не Вопрос понимаем, в том, в чем проблема. Неизвестно, мы как понимаем, что неизвестно содержание следующих договоров, да? Неизвестно содержание. Я хотел бы, Валерий, по этому поводу тоже добавить, что И все должно отраслевые быть- соглашения, которые будут заключаться в развитии этого договора, они являются все межгосударственными в основном, и не все подлежат ратификации. Естественно, Поэтому конечно. и процедуру как подписания на уровне исполнительной власти, так и ратификации на уровне парламента. Поэтому они станут точно известны всем. Более того, Я мы не сейчас говорю, вышли что с это неизвестно инициативой, после что все подписания. договоры Я говорю такого другое. уровня Даже должны ратификация. обязательную предваривательную процедуру И прохождения через какой парламентское механизм обсуждение. принятия решения, механизм принятия Механизм, решений, да. да, и понимаешь, в этой ситуации, в этой конкретной ситуации, да, совместные органы мы, да, не можем решать. У нас нету здесь совместных органов. Вы знаете, Нет, я что имею в виду совместные решения. Совместные решения. Ведомства могут принимать и совместные Совместные решения в решения. порядке реализации Не, в порядке решения. договора. Да, вот одна сторона не Протоколы согласилась, могут. да. Не согласилась. да. Валерий, Да, мне значит, кажется, мы нет занимаемся... Значит, мы Давайте не как-то один мы... восставлен. Я сейчас хочу можем сказать рассказать о следующее. интересных моментах Да, об договора, интересных который моментах волнует перейдем, общество. потому что Если мы очень вы много не в курсе, посвятили. мы сами расскажем. Хотите, мы расскажем о опасениях, мы расскажем, как мы это опасение
мне попытались разрешить. Не, ну мы же смотрим. Сравним версии. Да, Андрей Михайлович, я вам, знаете, как скажу, давайте мы так по темам только будем идти. Почему ни о чем не основан? Никакого интереса ни для кого. Тебе не интересно. Вот мне интересно. Андрей Михайлович, азбука, я не знаю, почему я должен юридическую азбуку. Я не думал, что мне придется тебя останавливать. Хорошо, извините. Все понятно. Вы знаете, что, Андрей Михайлович, тут вот для, наверное, такого вот простого человека, как я, который в особенностях не разбирается, для телезрителя очень специальная тема. То есть, если существует проблема определения понятий в этом договоре каких-то, это вы, наверное, уже как-то более частной беседе поговорите и более профессиональной. Нашим зрителям нужно пояснить. Вот знаете, я бы хотел, чтобы прозвучал какой-то анализ того, что есть положительного в российском предложении, что есть там отрицательного, и что сделано вот в этом же смысле с абхазской стороны. Вот у нас есть вот такие вот вещи, мы сейчас пытались поговорить об отличиях, но ушли в термины. Это очень сложно теперь развивать эту тему, и термины вряд ли будут, многие, наверное, как-то сейчас определены вами за нашу передачу. Мы будем один термин, вот сейчас всю передачу отвечать. Что касается вот непосредственно самого договора, нам бы хотелось вот поговорить о частностях. Там есть какие-то опасения, правда же? Давайте мы поговорим вот об этих опасениях, касающихся наших силовых ведомств, взаимодействия и так далее. Вот теперь идет разговор о том, что, значит, некоторые полномочия, они могут быть настолько переданы российской стороны, что в этом мы будем ущемлены. Существует вот здесь действительно... не идет речь о передаче полномочий ни российской стороной абхазской, ни абхазской стороной российской. Речь идет о совместном решении вопросов таких. О совместном решении вопросов. Но управление структурами МВД, например, Министерство обороны, там есть разговор о том, куда вот эти вот наши возможности, они несколько, на некоторый взгляд, они суживаются, а многие говорят, что наоборот расширяются и принесут какую-то пользу. Давайте конкретно вот об этом. Вот я можно с этого мы начнем? Вот я третью статью прочту. Для нас очень важная Основными направлениями союзничества и стратегического партнерства являются проведение скоординированной военной внешней политики, формирование общего пространства обороны и безопасности, содействие социально-экономического развития, создание условий для полноценного участия Абхазии и так далее, и так далее, и так далее. Вот все эти вопросы, не могут быть решены без решения уполномоченных органов. Это и ниже написано, кстати, и по МВД, когда идет, тоже посмотрим, там тоже это есть. Можно прокомментировать? Да. Пожалуйста. Спасибо. Вот в статье 3 говорится, что основными направлениями союзничества и стратегического партнерства США Михайлович является проведение скоординированной внешней политики, формирование общего оборонного пространства и оборонной безопасности, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных проектах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и или при содействии Российской Федерации, сохранение общего культурного, духовного и гуманитарного пространства. Это суть этого договора. И хочу вам сказать, что суть этого договора определяется не уполномоченными органами, а народами наших стран через своих представителей, то есть через президента. Это волеизъявление. Конкретная реализация этих направлений будет производиться уполномоченными. Я прокомментировал ваш тезис. Взаимодействие двух государств, Российской Федерации и Республики Абхазия, а не внутренней политики Республики Абхазия. Речь-то идет вот социально. Речь, когда идет о скоординированной политике, например, это же не только обязательство Республики Абхазия, это обязательство Российской Федерации. Послушай, в рамках речь идет, Союза речь идет о другом. О содействии социально-экономического развития. Это чисто внутренняя политика. Да ничего подобного. Ну как социально-экономическое развитие? План Маршалла являлся один из примеров такого сотрудничества. Я не помню, что кто-то в мире его осуждал. План маршала или как? Ну, это другое. Это после войны. Суть не изменится. Нет, послушай меня. Вот. Речь идет о том, что там было государство ФРГ, они там решали, сами решали, им давали, они решали. А здесь речь идет, что сами они решать не могут. Вот, я нигде такого не прочитал. Можно я продолжу по поводу координированной политики? Послушай меня. Если вот этого не прочитал, тогда надо разъяснить. Я не прочитал, потому что этого там нету. Нет, надо разъяснить. Вот у меня сомнения, и у многих сомнений. Надо разъяснить, как действовать будут уполномоченные органы, как будут принимать решения, на какие сферы их эта деятельность будет распространяться, на ту, которую Россия принимает, оказывает нам помощь, или вообще в целом, потому что из этого не вытекает, из этого не видно.
Андрей Михайлович, я просто, честно говоря, не понимаю, потому что когда заключаются подобного рода договоры, они заключаются ровно по такой схеме, что определяются уполномоченные органы, которые отвечают за сотрудничество в той или иной сфере. Вот между Министерством торговли, допустим, или, допустим, Министерством иностранных дел встретились, обсудили какие-то угрозы безопасности. Вот вам и контакт уполномоченных Министерство органов. торговли не будет обсуждать угрозы безопасности. Дальше. Нет, я говорю. Нет, Я же не говорю, что Министерство торговли. Каждый за свою сферу отвечает. Каждый определяет самостоятельно внешнюю политику. Допустим, возникла угроза безопасности Абхазии или России. Встречаются уполномоченные органы. Это будет наркомат иностранных дел и Министерство иностранных дел, допустим, сели и обсуждают эту проблему. Названия уполномоченных органов могут меняться, поэтому их названия не указываются, как правило, в таких текстах. Я же не о названии говорю. Я не о названии. Здесь не идет речь о распространении компетенций этих органов на нас, а наших органов на них. А что значит социально-экономическое развитие? Это не внутренние вопросы Абхазии? Оказание содействия. Российская Федерация, содействие, да. Российская Федерация берет на себя и это будет решаться решениями, совместными решениями уполномоченных органов. Вот о чем я говорю. Вот если мы говорим о уполномоченных органах, например, МИД, в продолжении вашей темы о уполномоченных органах. О МИДе я вообще не говорю. Я хочу сказать, вот здесь вот у Ирины был вопрос по поводу скоординированных или какой-то второй термин согласованных. Вот я хочу вам небольшую... Да, совершенно верно. Это вы спрашиваете, некоторые наши друзья спрашивают. Я вот хотел бы дать такой небольшой комментарий. В процессе работы над нашей абхазской версией этого проекта, но была рабочая группа, собственно, парламентская, потом была как бы совместная рабочая группа, в которую вошли и министры, и силовики разные, в том числе Министерство иностранных дел в лице министра и юриста этого ведомства. И вот там у нас стал вопрос. Нам не очень понравился термин согласованная внешняя политика, хотя этот термин используется в некоторых договорах вот евразийской зоны. Казахстан, Россия, да. Но нам показалось, что этот термин, он такой, как бы, мы должны каждый шаг согласовывать. Если можно, почему ты перебиваешь? Я не понимаю. Вот даешь возможность мне сбить с этого с ритма. Нам показалось, что этот термин, он слишком с такой зависимостью состоит, что ли, по каждому. И министр иностранных дел, после консультации, сверки с терминологией, он нам посоветовал вот такое, что давайте сделаем скоординированная политика. То есть мы как бы находимся в общем вот такой строе, в общем пространстве, в общем ценностных каких-то ориентирах, региональной или, возможно, там какой-то большей политики, но тем не менее мы оставляем за собой, не согласовываясь по каждому вопросу. Без жестких обязательств. Конечно, проводить, скажем, политику в направлении Северного Кавказа или, скажем, я не знаю, Малой Азии, Ближнего Востока. То есть именно поэтому такой термин появился. Но вы ничего не сможете. Мы ничего не сможем самостоятельно. После того пройдет согласованное, да, вот это их термин, да, а вы предлагаете скоординированное. Я не знаю, какой из них пройдет, вообще, когда договор будет подписан. Самостоятельно вы ничего не сможете, мы не сможем. Что я должен сказать? Сказать, да, мы ничего не сможем. Вот я хочу продолжить. Будете спрашивать каждый раз, а можно? Ира, вот продолжая аналогию, я хочу вам сказать, что эта терминология и вообще этот подход не является нашим абхазским велосипедом. Если вы возьмете и прочитаете все договоры евразийского пространства, везде вот этот тезис проходит красной нитью. Более того, указывается то пространство, на которого совместная или согласованная, скоординированная политика распространяется. Но вы нас сравните со странами, которые уже получили международное признание. Я про это тоже вам скажу. Ира, я про это тоже скажу. Я понял. А мы что? 243 тысячи человек. Если это аргумент ваш, Ира, если это ваш серьезный аргумент, я на него отвечу. Позвольте мне закончить мою мысль. Хорошо, я тоже вам скажу. Я хочу закончить мысль, можно? Как-то вот постоянно. У вас на морду, Ира меня перебивает. То есть определяется и регион, на который вот эта вот скоординированная или согласованная политика определяется. Совершенно верно вы заметили, что в российской версии нам предлагали Закавказье, то есть то, что вот современная терминология называется Южным Кавказом. Это там Абхазия, Грузия, Армения, там Азербайджан. Да? Но
Кстати, тоже по согласованию вот, с представителями президента и Министерства иностранных дел сказали, что у нас есть собственные интересы и на Северном Кавказе, Карачаево-Черкесия, Кабарда, там и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы вот здесь, вот эту зону вот этих стратегических наших интересов определили как Кавказ, весь Кавказ, а не Закавказье. Теперь, что касается вот вашего вопроса, неужели можно нас сравнивать с кем-то? Я не считаю, что мы дурнее кого-то. Я не считаю, что наши специалисты, которые, кстати... Я боюсь, что мы так закомплексовали свой народ, что... Да. Я сказал. Буквально на днях, подождите, я оторвусь все равно. Студенция и Бандуро. Я со студентом, и слава богу, сколько патриотизма Я пытаюсь сложить. А сейчас подожди. Когда мы начинаем заниматься манипуляцией общественного сознания, используя телевидение, я понимаю, что и один канал сегодня в вашем распоряжении, и второй канал, и так далее. На днях выходят силовики в эфир. В народе только это обсуждается. Руководители наших силовых структур. И генерал армии говорит, что у него армии нет. Царство хуп. Анякар Шербахадзози и Нихоз Езимамиар. И Пырхага до Заримов. А генерал он какой армии? Я вот этот вопрос хотел бы тебе задать. Потому что мы сейчас тоже занимаемся манипуляцией, да? Министр МВД не знает, о чем говорит, председатель СГБ не знает, о чем говорит, а генерал армии говорит, что у меня армии нет. Рефичка что? Давайте, почему у него вы нет знаете, армии? что, И Ирина, техники у него нет. на самом деле, конечно, Мы, используя этот договор, сделаем, чтобы у нас была армия и оснащенная. Используя этот договор, там написано, кстати, здесь совместное управление в Абхазии вводите. Там на проекте написано материально-техническое дух этого закона, я знаю, вам всем вообще стыдно за этот договор, но вы не можете говорить. Я уверена, Ирина, я тебя стыдно, прошу. потому что Мамоновы все время на ваших плечах сидят. Так, это давайте не тот договор, который надо подписывать. дадим возможность, Даже Ира. то, что вы добавили, зря улыбаетесь, Ахра. Мы в кулуарах же другое говорим, вы все понимаете, что это не тот договор, который заслуживает да, наш народ. Я с вами в кулуарах не разговариваю. За 5 миллиардов рублей не надо. Это цена вашего проекта, вот этого договора. Не надо продавать Абхазию. Ирина, вы знаете, я вас прошу, пожалуйста, теперь давайте... Я могу это спокойно сказать. Если все сегодня готовы продаться просто, вот за какие-то, даже не хочу перечислять, мне даже стыдно вообще, мне стыдно, что мы об этом говорим. Не буду говорить специально, потому что я знаю, что вы этим манипулируете обычно людьми, когда вы им говорите «Абри халара решовывает», «Ари халара решовывает», «Ари халара решовывает». Когда вы к власти шли, как вы говорили? Мы сами... Ангва посадил на иглу российскую нашу экономику. А что вы экономикой не занимаетесь? После 24 августа кто из вас сказал, что у нас начнутся перемены? Где перемены ваши? Где реформы? Чем вы занимаетесь? Так, теперь давайте мы... занимаетесь, Ирина. Вы обманываете наш народ. Наш народ, я надеюсь, что многие, большинство, по крайней мере, особенно матери, которые потеряли своих сыновей, они вам не дадут уступить наш суверенитет, а вы уступаете, вы не очень уверенно себя чувствуете, я это чувствую, и не такая, чтобы вы думали, что только слышу себя и вижу себя, все это время я изучаю ваше поведение, вы в шоке от этого варианта. Давайте мы дадим им все-таки слово, вы в шоке от этого варианта, вы считаете, что этот вариант, вы в шоке, объясните, пожалуйста, свою позицию. И Андрей Михайлович, но мы сейчас удаляемся от темы обсуждения, Ирина, но ты сейчас сказала много. Мы же не перебивали тебя. Все уже. Даже учебник по истории Абхазии с определенными темами в школах дать своим детям скоро не сможете. Вот пройдут годы, вы вспомните Ирину Агробу, вы не сможете. Вы, если про Кавказскую, вы на сегодня не имеете права говорить, и про Махаджиру уже рот затыкают. Вы никогда не сможете. Да никто не затыкает, но зачем вы так говорите? Ну это же неправда. Ну как, кому тут кто-то рот затыкает вообще насчет Кавказа и взаимоотношений? Давайте мы вернемся все-таки к этому. Давайте мы вернемся к теме.